Когда предпринимались первые попытки российского государства с целью установления своего влияния на Кавказе? Постараемся ответить на этот вопрос, опираясь на достоверные исторические факты, а также поведаем о завоевательном походе кабардинского князя Темрюка, совершенного во время правления Ивана Грозного. Российское государство с начала XVI века уделяет все большее внимание внешней политике, отношениям с Османской империей, Сефевидским Ираном и Крымским ханством. Северный Кавказ и Закавказье, являясь важной геополитической зоной, занимали особое место в военно-стратегических и политических планах близлежащих великих держав России, Турции и Ирана. Россию Кавказ интересовал по ряду причин. Во-первых, как приграничная территория, во-вторых, как арена военно-политического противостояния с Турцией и Ираном. Кроме того, через его территорию проходили военно-стратегические и торговые пути, имевшие важное экономическое и политическое значение. В 1552 году царь Иван Грозный взял под свой контроль Казанское ханство. С падением Казани был прорван единый фронт татарских государств. Россия не только укрепила свои границы, но и вскоре их расширила. В 1556 году было завоевано Астраханское ханство. Успехи России в завоевании Казани и Астрахани вызвали соответствующую реакцию среди народов Северного Кавказа. К этому периоду относятся первые контакты верхов некоторых северокавказских народов с Москвой. Историк Кавказской войны Василий Александрович Пота в своей книге «Два века терского казачества» отмечал: слава покорителя Казани пронеслась далеко за пределы тогдашней Руси. Пятигорские черкесы первые послали в Москву свою депутацию, явившуюся к царю в том же 1552 году. Она просила от лица всей Пятигорской земли принять ее в подданство и дать ей защиту и помощь против крымского хана. Крымцы встревожились. Со своей стороны, правительство Ивана IV, заинтересованное в укреплении своих юго-восточных границ, также искало союзников среди народов Северного Кавказа. Россия предполагала использовать горцев Северного Кавказа в борьбе против турок и крымчаков, продолжавших набегами разорять окраины русского государства. В истории сближения России с Северным Кавказом важной датой следует считать 1557 год, когда в Москву прибыло посольство от кабардинских князей Темрюка и Дарова и Тазрюта с просьбой, чтобы их государь пожаловал и велел себе служить. Кабарда была принята под российское покровительство, но признание их подданными русского царя, а также их служба русскому государству в этот период не означали установление господства Москвы над Кабардой и, соответственно, не привели к назначению там русской администрации. В то же время часть владетелей Кабарды и Дагестана придерживались протурецкой или проиранской ориентации. В зависимости от политической ситуации и своих личных интересов, они поддерживали ту или иную сторону. Положение Кабарды на Кавказе особенно укрепилось после женитьбы в 1561 году Ивана Грозного на дочери Темрюка и Дарова, Гашаней, принявшей при крещении имя Мария. Кабардинские князья стремились при помощи России занять господствующее положение на всем Северном Кавказе. Одним из направлений интересов кабардинских князей являлись земли в бассейне рек Терека и Сунжи, прилегавшие к главной артерии, соединявшей Центральный Кавказ с Закавказьем, Дарьялу. Здесь они столкнулись с ингушскими селениями и попытались взять их под свой контроль, но, видимо, безуспешно, поскольку Темрюк вновь обращается за помощью к России. В 1562 году на Северный Кавказ в качестве военной поддержки были направлены царские войска во главе с Григорием Плещеевым в составе 1000 стрельцов. В Астрахани воеводу встретил Темрюк и Даров. На помощь к Темрюку пришел также отряд нагайцев. Кабардинские князья совместно с нагайскими мурзами и объединенным отрядом стрелков русского царя и казаков во главе с Григорием Плещеевым совершили поход на Центральный Кавказ. Российский историк конца XIX – начала XX века Сергей Белокуров в своем труде «Сношение России с Кавказом» отмечал: по велению русского царя в 1562 году кабардинский князь Темрюк и нагайский мурза Исмаил заключают договор объема за один бытий на недругов и с други дружиться за один же.
Из этого документа можно прийти к такому выводу, что союз между Кабардой и Ногайской Ордой был установлен, в том числе и с целью совместного проведения военного похода на ингушей и вытеснения их из своих равнинных земель путем погромов, захвата территорий, разрушения селений, изгнания населения. Действия разворачивались на ингушской равнинной территории и вызвали исход ингушей с междуречий Терека и Камбелеевки и долины реки Сунжи. Вероятнее всего, поход был направлен на территории, прилегающие к Дарьялу с запада и востока, долины рек Гизель, Терека, Камбелеевки и Сунжи. Сведения о походе Темрюка и Доровича на Центральный Кавказ содержатся в документах из посольского приказа русского государства. В книге «Кабардино-русские отношения в XVI-XVII веках», изданной Академией наук СССР в 1957 году, содержится информация о донесении Григория Плещеева царю Ивану Грозному о проведенном завоевательном походе против живущих на равнине ингушей. Того же месяца октября в третий день приехал к царю и великому князю Ивану Васильевичу всея Руси Григорий Семенов, сын Плещеева, с Черкас-Пятигорских, а посылал его царь и великий князь в Черкасы к Темрюку князю Айдаровичу посольством и оберегать его от его недругов, от Черкас, которые от него отступили и которые ему тесноту чинили. А сказывал Григорий, пришел он в Астрахань в 71 году ноября в третий день, а Темрюк князь был в то время от своих недругов, приехал в Астрахани с сыном своим с Домануком. И Темрюк князь и сын его Доманук Мерза в Черкасы пришли декабря в шестой день, а Григорий в Черкасы с ними же пришел, а с ним голова Стрелецкая Григорий Вражской, а с ним стрельцов 500 человек да 5 атаманов казачьих с казаки, а казаков с ними 500 человек. И Темрюк со государственными людьми недругом своим недружбу довел и в свою волю их привел, а воевал Шапшукова улусы да воевал тацики и земли близ скинских городков, и взяли 3 городки, город Махань, город Йонгерь, город Каван, и Мипизи-Телишку убили и людей многих побили, а те городки были Шапшуковы княжии, и люди тех городков добили челом Темгрюку князю, и дань Темгрюк князь на них положил, и воевал землю их 11 дней, и взяли кабаков мшанских и санских 164, и людей многих побили и в Полон и Мале, да взяли 4 Мурс, Бурната, Йозднаура, Бурнака, Дудыля, а отпустил Темрюк Григория ко царю и великому князю. Документ датирован октябрем 1563 года, когда в Москву вернулся Григорий Плещеев и отчитался перед царем. В документе говорится, что Темрюк с русскими стрельцами и казаками, общим числом в 1000 человек, начал поход 6 декабря 1562 года, а поход длился 11 дней, и за это время, судя по летописям, было истреблено 164 населенных пункта, а население было вытеснено со своих земель. Таким образом, поход Темрюка состоялся с 6 по 17 декабря 1562 года. В песне-легенде «Махкинан» описан сюжет похода 1562 года, записанный Казьминым и опубликованный в газете «Кавказ» в 1895 году. Говорится, что лет 300 назад ингуши жили в долине Сунжи до гор Ачалукских. О нападении кабардинцев, казаков и нагайцев на ингушей в песне-легенде Махкинан просматривается предельно ясно. Когда это было, никто не упомнит, должно быть лет 300 назад. Народ наш в то время богатый, живучий в долине Дексальджи, размножился быстро до гор Ачалукских. И жил бы доселе. Если бы не дьявол, которому стало досадно, что людям привольно живется, и известно, что дьявол не любит довольных, а любит, чтоб плакали больше. Так вот он и стал изощряться, придумывать средства, отнять у них счастье. И выдумал кару, собрал подчиненных, и дал им свое приказание – убрать всех счастливых с равнины, развеяв по дальним горам и теснинам. А духи, приказ получивши, мигом рассыпались в разные страны, скорее исполнять повеления. И вот потому-то однажды ночную порою нагайские аорды с толпой кабардинских князей напали на наше селенье, жители коих в сие спали спокойно. Резня началась повсюду и кровь обагрила долину. Пожары везде запылали. Прадеды наши, вскочивши с просонья, оружия в руках не имели, дабы отразить нападение, и гибли все в яростной битве. Женщины же, девы и дети горько рыдали в плен, попадая к нагайцам. Скоро управился враг беспощадный с нашим несчастным народом. Кто уцелел, так бежал прямо в горы спасаться в скалистых пещерах.